Вокруг неразгаданных тайн очень много. Вселенная, космос так необъятны. Нам с веком стремительным по дороге идти в расчудесное, доброе завтра. Пора бы решиться, пора удивить весь мир своей яркой идеей. Пора отыскать эту самую нить, что видеть другие не смели. Дерзайте, идите вперед и вперед, развитие путь очень важен. Не остановить этот яркий полет стремлений и поисков ваших. Довольно сомнений, с надеждой вперед. Решиться сегодня, наверное, непросто. Возьми, дотянись ты рукою до звезд. С тобою в пути точка роста, точка роста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мингазова Гюльза Гениатовна. Я являюсь руководителем Центра «Точки роста», учителем химии МБУ СОШ номер 9 города Инта. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом работы с учащимися с использованием проектной деятельности в образовательном процессе с применением цифровой лаборатории и оборудования Центра «Точки роста» естественно-научной и технологической направленности. С древних времен человек стремился исследовать и понимать окружающий его мир. Склонность к исследованию проявляется у современного человека, особенно у детей. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений, навыков у учеников. В современной школе возникает потребность в формировании у учащихся понимания необходимости учиться в течение всей жизни, а также применять новые знания в собственной практической деятельности. Актуальными становятся задачи воспитания личности, способной адаптироваться в условиях изменений и находить решения в любых профессиональных и жизненных ситуациях. Научить каждого ребенка мыслить, самостоятельно добывать новые знания, формировать у него потребность в саморазвитии – вот задача, стоящая перед педагогом и школой. С этой целью в педагогический процесс широко внедряется технология проектной деятельности. Наряду с другими методами обучения я стараюсь использовать именно этот вид деятельности, отдавая предпочтение исследовательскому проекту. Исследовательский проект представляет собой подлинное научное исследование. При исследовательской деятельности учащиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи и не получают их в готовом виде. Так, организуя исследовательскую деятельность на уроке, я стараюсь побуждать учащихся к формированию имеющихся у них идей, высказывать их, выдвигать предположения, догадки, альтернативные объяснения, давать возможность учащимся исследовать свои предположения в свободной обстановке, особенно путем обсуждения в малых группах, предоставлять возможность применять новые понятия к широкому кругу явлений, чтобы они могли оценить их прикладное значение. На уроке я выполняю функцию координатора исследовательской деятельности и партнера, избегая директивных приемов. Стараюсь ставить перед учениками реальные задачи в понятной форме. Стимулирую творческое мышление при помощи вопросов. Проявляю терпимость к ошибкам учеников. Курирую исследовательскую деятельность при выполнении проектов. Поощряю критическое мышление учащихся. Заканчиваю процесс исследовательской деятельности до появления признаков потери интереса ребят. Таким образом, актуальными задачами при организации исследовательской деятельности становятся создание комфортной среды, обеспечивающей такую степень сотрудничества ученика с учителем, когда тезис «я сам» становится определяющим, формирование ключевых компетенций учащихся на уровне, позволяющим уверенно справляться с учебными задачами, свободное владение компьютерными средствами всеми участниками образовательного процесса, ориентация на формирование и развитие навыков межличностного взаимодействия учащихся в рамках образовательного процесса.
Все перечисленные выше задачи могут успешно решаться через организацию проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет индивидуализировать образовательный процесс, создает благоприятные условия для развития творческих способностей и активизации познавательной деятельности учащихся. Проектная технология создает простор для инициативы и творчества. Она направлена на формирование креативных черт личности всех участников образовательного процесса. Зачастую проблема современных учеников обычной школы заключается в том, что они не умеют применять полученные знания для решения проблемных задач, проведения эксперимента, описания какого-либо, к примеру, химического явления в практической деятельности. Открывшийся в сентябре 2021 года в нашей школе Центр «Точка роста» позволяет реализовывать данное направление и еще больше заинтересовывать, мотивировать детей к изучению предмета. Эффективность исследовательской деятельности зависит от меры увлеченности ученика этой деятельностью. Привлекая школьников к исследованию, полезно вооружить их методами научно-исследовательского поиска. Важно так организовать учебную работу детей, чтобы они с интересом проходили основные этапы исследования, такие как мотивация исследовательской деятельности, постановка проблемы, сбор фактического материала, систематизация и анализ данного материала, выдвижение гипотезы, доказательство или опровержение ее. Задача учителя – найти простые и удобные средства для практической реализации каждого этапа. Мотивация исследовательской деятельности осуществляется различными способами: привлечение внимания к значимости ожидаемых результатов, оригинальная формулировка учебного задания, создание какого-либо продукта деятельности, действующая модель и тому подобное. Реализацию научно-исследовательской деятельности учащихся можно провести через работу с цифровой лабораторией. Данная лаборатория позволяет создавать эксперименты, изображая графики и таблицы на экране. Число возможных экспериментов может ограничиваться только воображением самих проектантов. Важно подчеркнуть, что по мере приобретения опыта учебно-исследовательской работы у школьников формируется особый подход к решению нестандартных задач. Они начинают искать решения, применяя всю процедуру исследования. Опыт исследовательской деятельности помогает им даже в жизненных ситуациях найти правильное решение. Мотивировать учащихся на успешное обучение коллектив нашей школы начинает еще с младших классов. Наши дети активно участвуют со своими проектами в различных конкурсах и занимают призовые места. Открытие на базе нашей школы Центра «Точки роста» позволяет нам еще больше заинтересовать детей и направить их на получение новых знаний и успешное применение этих знаний на практике. Спасибо за внимание.